На этом месте 10 лет тому назад начали строить дом, в котором Надежда приобрела квартиру. Но буквально через пару лет это сооружение за один день снесли. Оказалось, что застройщик строил дом без разрешительных документов и без согласования. Мы в 2011 году купили дом здесь, квартиру в доме, которая стоила 1 150 000. Мы заплатили половину стоимости 575 000. Мы доверились застройщику, поскольку он нас уверял, что этот дом построен для сирот, то есть это муниципальное жилье, и мэрия сюда вкладывается, и что вы точно получите эти дома, эти квартиры, да. Мы поверили, мы вложились, и в сентябре должны были ввести, но, как видите, пустырь. Нет ни дома, ни денег. После начались судебные тяжбы. Напомним, застройщиком была компания «Теплосервис», генеральным директором которого являлся Александр Харды-Федоров. Мы несколько раз подавали в суды. Мы в 2014 году суд удовлетворил наш иск по возврату денег. В 2016 нам вернули исполнительный лист, сказали, что не с кого взыскивать и нет средств у теплосервиса. Потом мы подавали на субсидиарную ответственность учредителей. Рязанская Ольга Григорьевна и Харды Федоров, да. Нам отказали. Сказали, что они не банкроты, не признаны банкротом, вам ничего не положено. В итоге они не вошли в список обманутых дольщиков. Соответственно, они не получили обратно свои вложенные деньги. В 2018 году против застройщиков завели уголовное дело, которое продолжается и по сей день. Всего в результате данных преступных действий пострадало 34 гражданина, которым был причинен материальный ущерб на сумму свыше 39 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении самого директора ООО «Теплосервис» выделено в отдельное производство и находится в производстве суда. И таких пострадавших граждан сегодня на территории Якутии около 350. Пока в список вошли якутяне по 9 незаконным постройкам. По словам руководителя Республиканского фонда защиты прав дольщиков, власти Якутии решили ввести реестр таких граждан, чтобы как-то решить данный вопрос и восстановить их права. 7 октября текущего года постановлением правительства Республики Саха-Якутия за номером 414 утвержден порядок формирования и ведения регионального реестра пострадавших граждан при строительстве многоквартирных домов. Данный реестр будет формироваться в 2 этапа. Сначала до 1 декабря ежегодно органы местного управления на своих территориях принимают заявления и формируют свой реестр и направляют в Минстрой Республики, который тоже ежегодно до 1 февраля формирует уже региональный реестр. Таким образом, уже на государственном уровне будет осуществляться учет граждан, которые пострадали от нерадивых застройщиков. Так что у Надежды есть надежда на то, что, возможно, в будущем появится возможность вернуть свои деньги или другая мера поддержки. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск.